Члены Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования продолжают свой рабочий визит в республике. Так, сегодня состоялось селекторное совещание с участием членов комиссии и глав муниципальных образований, где озвучены основные проблемные вопросы. Напомним, с февраля этого года в Якутии начался третий этап реализации закона о дальневосточном гектаре. На сегодняшний день поступило более 500 заявок. Согласно статистике, в Якутии наиболее востребованными являются земли под сельскохозяйственное использование и ведение личного подсобного хозяйства на территории Вилюйского тракта в Якутске, а также в Хангаласском и Мегино-Хангаласском районах. Между тем, существует ряд проблем. Среди них низкое качество картографической информации, отсутствие дорог на землях, расположенных в лесном массиве, и инженерной инфраструктуры. Я получил дальневосточный гектар в 2017 году для развития туризма. Где это? В Хангаласском районе. Вы сами там проживаете? Да, я там проживаю. В Селосинске. А что именно хотите? Развивать туризм, ознакомление, знакомство с нашей природой, с нашими достопримечательностями. Сейчас идет потихонечку освоение, небольшие постройки. А сколько гектаров? В данный момент у меня получилось 0,6. Я бы не сказал, что какие-то проблемы. Просто к данному участку нужно подвести дорогу, свет.